Так, здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодняшний урок мы с вами начнем с приветствия. Здравствуйте. Станем друг другу лицом. Возьмем ручки. Начиная с большого пальца, пожелаем друг другу удачи. Желаю успеха большого во всем и везде. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. На прошлом уроке мы с вами проходили тему «Система счисления». У меня к вам такие вопросы. Что называют системой счисления? Кто готов? Способ, который записывает и составляет числа. Так, правильно. В чем отличие позиционной и непозиционной системы счисления? Позиционная система – это числа, которые идут по порядку, а непозиционная система числения – это числа, которые идут не по порядку, и, может быть, они могут быть римскими и перемешанными. Что называют основанием позиционной системы счисления? Основанием позиционной системы счисления. Позиция. Какая она имеет? В системе счисления имени. Позицию имеет цифры. Правильно? Цифры. Так, что называют разрядом? Что называют разрядом? Это позиция цифры в самом числе. Так, какое количество цифр используется в 16-ричной системе счисления? 16. 16, правильно. Так, ребята, давайте откроем тетрадки, запишем сегодняшнее число. Так, 12 ноября, 24 год. Тема урока – система счисления. Система счисления. Есть? Написали? Да. Так, значит, смотрите. Что называется система счисления? Это знаковая система. Изначально мы с вами в начале урока об этом говорили. Система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита. Соответственно, алфавиты у нас берутся латинские буквы. Знаками, эти знаки называют цифрами. Набор этих цифр называют алфавитом системы счисления. Соответственно, система счисления делится на позиционные и непозиционные. В непозиционной системе счисления значение любой цифры не зависит от занимаемой ее позиции. То есть здесь может он идти в разброс, как нам Интезар говорила. В позиционной системе счисления значение любой цифры зависит от ее положения в ряду цифр, изображающих это число. Пожалуйста, себе сказать, запишите быстренько. Так, ребята, давайте с вами просмотрим короткое видео, в котором говорится, зачем нужны системы счисления. Здесь он идет с объяснением. В этом видео будут приведены общие сведения о системах счисления и о том, в каких областях они получили широкое распространение. Первая, наиболее употребительная, десятичная система счисления. Человека с детства учат производить неарифметические операции. Система счисления получает свое название по количеству символов, используемых для изображения числа. В десятичной системе для записи числа используется 10 символов, от 0 до 9. Это количество символов называется основанием системы счисления. Причина, по которой человек привык работать именно с десятичной системой, носит исключительно исторический характер. В начале своего эволюционного развития люди бегали голые по лесу и были, в общем-то, вполне счастливы. Но по мере своего развития человеку необходимо было обращаться к вычислению. Давай ты мне дашь свои 3 яблока, а я тебе ничего, потому что у меня палка, а ты просто обезьяна. Количество предметов показывали на пальцах, так что десятичная система счисления получила широкое распространение
человека по 5 пальцев на руках. И скорее всего, если бы мы были четырехпалыми ящерами-рептилоидами, то развитие получило бы преимущественно восьмеричная система счисления. Помимо десятичной системы счисления широко применяется двоичная система. В ней для обозначения числа используется всего два символа – 0 и единица. То есть ее основание равно 2. Эта система счисления получила широкое применение в вычислительных устройствах, потому что компьютер для хранения и обработки информации использует электрический ток, который имеет всего два состояния. Единица тока есть, 0 тока нет. Можно условно сказать, что компьютер умеет считать только до 2. Во времена первых ЭВМ для хранения информации использовались электронные лампы. Сейчас принцип работы компьютеров, ноутбуков и планшетов тот же, но для хранения информации используются транзисторы. Также довольно часто можно встретить в технической документации упоминание о восьмеричной системе счисления. Из сказанного выше нетрудно сообразить, что для представления чисел не используется 8 цифр от 0 до 7. Соответственно, основание такой системы равно 8. Восьмеричная система чаще всего используется в областях, связанных с цифровыми устройствами. Она характеризуется легким переводом восьмеричных чисел в двоичные и обратно, путем замены восьмеричных чисел на триплиты двоичных. Ранее она широко использовалась в программировании и вообще компьютерной документации, однако в настоящее время почти полностью вытеснена 16-личной системой. В 16-личной системе счисления в качестве обозначения используются десятичные цифры от 0 до 9 и латинские буквы от А до F. Соответственно, основание системы счисления 16. Она широко используется в низкоуровневом программировании и компьютерной документации, поскольку в современных компьютерах минимальной единицей памяти является 8-битный байт, значение которого удобно записать двумя 16-личными цифрами. Такое использование началось начиная с систем IBM 360, так что с уверенностью можно сказать, что 16-личная система придумана для программистов. Все перечисленные системы счисления называются позиционными. В позиционных системах количество, обозначаемой цифрой в числе, зависит от ее позиции, а в непозиционных системах значение цифры не изменяется в зависимости от ее расположения. Например, в случае позиционной рассмотрим число 77. Здесь первая семерка обозначает 70, а вторая – просто число 7. Примером непозиционной служит римская система, в которой вместо цифр используются латинские буквы. Например, символ 1 в этой системе, где бы ни стоял, всегда будет иметь значение единицы, но значение цифры в целом при этом меняется. Итак, в этом видео мы рассмотрели десятичную систему счисления, в которой привык работать человек, двоичную, в которой работают различные вычислительные устройства, и восьмеричную, 16-личной, которые являются промежуточными между вышеперечисленными и используются в технической документации и для программирования. Как вы поняли, основание системы счисления может быть любым, поэтому можете придумать свою с блэкджеком и цифрами. Так, ребята, давайте я вам сейчас покажу несколько примеров при решении, при переводе из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. На примере 891. Из десятичной системы счисления нужно перевести ее в двоичную систему счисления. Для перевода этого числа мы делим на 2. Правильно? 891 дробью делим на 2. Делим до тех пор, пока делимое не будет меньше делимого. Ясно? Так, здесь 8 разделить на 2. 4. Берем по 4. 8. Правильно? Да. Так, 9 спускаем. 9 разделить на 2. 4 также берем. По 4. Получается 8. Так, здесь получается 1. 1 на 2 не делится, у нас здесь остается единичка. Так, здесь берем по 5, 10. Смотрите, вот здесь вот у нас идет остаток единицы. Мы его оставляем. Теперь 445 делим на 2. 4 на 2 делится же. 2, 4. Так, 4 спускаем. 2, 4. Так, пятерку спускаем. 2. Единичка. 1. В остаток идет единичка. Теперь 222 делим на 2. Берем по 1. 1, 2, 0. Так, следующее. Двойку. Минус также делим до тех пор, пока не придем к нулю. Так, теперь 111 делим на 2. 1 не делится, берем 11. 11 на 2. 5 раз. Так, 5, 10, 1 остается.
Теперь 1 не делится, единичку спускаем, Опять берем пять. по Также пять. 5. Так, 1. Остаток у нас идет Единица. единичка. 55. 55 делим на... 5. Ой, на 2. Извиняюсь. Так, 2 на... 4. Ой, 2 раз. Берем по 2. 2. Получается у нас 4. Здесь 1. 5. Еще раз. Двойка. Еще раз берем по... так, нет. Нет. 15 на 2. А, ой, тогда берем по 7. 7. 14. 1. 1 идет в остаток. 27. 27 делим на 2. Берем по Один. 1. 2. Так, 7. 7 делится на 2. 3 раза. Нет, 3. Берем на 3, получается 6. Здесь у нас 1. Теперь 13 на 2. 13 на 2 берем по 6. Получается 12. 1 в остатке. Теперь 6. 6 делим на 3. 2. Берем 3. 3. 6, 0. 6. Здесь получается 0. Теперь 3 делим на 2. Единичка. 1. Единичка. Так, теперь единичка же на 2 не делится. Соответствие, первое число вот у нас. Теперь 891 переводим в двоичную систему числения. Здесь мы собираем снизу вверх. Соответственно, первое число у нас идет 1. Потом 1, 1, 0, 1. 1. Так, раз, два, три. Правильно? Да, 3. Раз, два, три. Так, 0, 0, 1, 1. Это мы сделали перевод из десятичной системы числения в двоичную. Теперь, сейчас я вам покажу встречный пример, в котором делается, мы расписываем десятичную систему числения. Сейчас уберем. Обычное десятичное число. Так, на примере. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Двоичная система числения. Для того, чтобы расписать нам это число, здесь у нас основанием является 2. Соответственно, это идет двоичная система числения. Для решения этого примера здесь мы должны поставить степени. Так? Начинаем справа налево. 0, 1, 2. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Соответственно, когда мы будем это с вами все расписывать, мы должны умножать на 2, и между ними идет знак плюс сложения, да? На примере. Смотрите, 1 умножить на 2 в пятой степени, плюс 0 умножить на 2 в четвертой степени, плюс 1 умножить на 2 в третьей степени, плюс 0 умножить на 2 во второй степени, плюс 1 умножить на 2 в первой степени, плюс 1 умножить на 2 в нулевой степени. Так, теперь смотрите, ребята, запомните. Любое число в нулевой степени равно единице. Понятно? Так, мы у себя это все записали. Так, ребята, сейчас давайте я вам покажу еще один пример, в котором присутствует целая часть и дробная часть. Соответственно, будем делать также перевод из двоичной системы числения в десятичную систему счисления. Значит, пример 1, 1, 0, 0, запятая 0, 1, 1, 2. В данном случае у нас здесь идет целое и дробное. В первом варианте мы при решении делаем с вами целое число. Смотрите, 1, 1, 0, 0. Двоичная система числения, да? Теперь изначально я вам показывала, да, чтобы решать этот пример, вы должны ставить что? Степени 0, 1, 2, 3. Теперь пишем 1 умножаем на 2 Третья степень. плюс 1 умножаем на 2 Второй степень. плюс 0 умножаем на 2 Единичная. плюс 0 умножаем на 2 0. нулевой. Теперь давайте с вами решать. Так, ребята, 2 в кубе сколько будет? 8. Так, 8 плюс 2 в квадрате 4. 4 плюс
0. Любое число умноженное на 0 будет 0. Здесь 0 и здесь 0. Их мы можем не писать. Соответственно, 8 плюс 4 сколько будет? 12. Правильно, молодцы. Так, мы с вами решили целую часть. Теперь мы с вами переходим к дробной части. Для того, чтобы решать дробную часть, так как мы решили целую часть, здесь пишем 0 целых. Получается 0,011. Двоичная система числения. Так как мы делаем с вами дробную часть, здесь в дробной части мы степени записываем по порядку, да, получается 1, 2, 3, но только со знаком минус. Минус 1, минус 2, минус 3. Смотрите, записываем так. 0 умножить на 2 минус первой степени. 1 умножить на 2 минус второй степени. Плюс 1 умножить на 2 минус третьей степени. Смотрите, ребята, как вы решаете степень? Это получается у нас же дробная часть. Она перевернутая. 0 умножить на 2 по-любому у нас идет значение 0. Так? Так, смотрите, я вам здесь отдельно показываю 2 минус 2. Это получается 1 в знаменателе, 2 в квадрате. 2 в квадрате это у нас 1 четвертая. Так, здесь получается у нас дробь 1 четвертая. 1 четвертая. Чтобы перевести ее в десятичную дробь, решите мне, пожалуйста, 1 разделить на 4 сколько будет? 0,25. Так, 0,25. Теперь смотрите, плюс сюда пишем 0,25. Теперь 1, 2. Так, сделаем так здесь с вами. 2 минус третьей степени. Получается 1 делим на 2 в кубе. 2 в кубе сколько? 8. Поделите. 0,125. Так, 0,125. Так, теперь складываем. Сложите мне, сколько будет. Так. 0,150. Так, сколько здесь будет? 0,150. Теперь смотрите, мы с вами сделали, да, целую часть и дробную часть. Соответственно, нам нужно записать ответ. В первом случае у нас сколько было? 12, запятая 150. 0 мы не пишем, потому что мы записали 12. Понятно? Это и есть вот в десятичной системе числения. Так, ребята, то, что мы сегодня прошли с вами на уроке, мы должны с вами немножко закрепить. Сейчас сделаем закрепление пройденной темы в виде игры. Хорошо? Так, смотрим внимательно. Так, я начинаю. Здесь, смотрите, вот здесь нужно пройти 3 уровня. И нужно решить 18 заданий, которые дано время. Начинаем старт. Так, читаем внимательно. Истина или ложь, это значит правда или нет. И, соответственно, здесь связано вместе с системой. Задания даны на систему счисления. Также немножко логически будете думать. Ясно? Да. Нажимаем старт. Внимательно читаем. В двоичной системе. Правда. Дальше. Ложь. Правда. Молодцы. Так, читаем задачу. Маша купила в магазине 101 тетрадь и 1 ручку. Сколько тетрадей купила Маша, если известно, что количество тетрадей и ручек записано в двоичной системе числения? 5 и 3 ручки. Так, Вася и Петя придумывают пароль, который состоит из 4 символов. Причем использовать можно только символы двоичного алфавита. Сколько разных вариантов пароля они могут придумать? 16. Так, молодцы.
Молодцы, первый уровень прошел. Мы переходим ко второму уровню. Алфавит восьмеричной системы числения состоит из 8 цифр. Не. Ложь. Так, ваша ошибка. Алфавит восьмеричной системы числения состоит из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Двоичное число 28 перевели в восьмеричную систему числения и получилось число 135. Решаем. Быстренько, можно в голове поделить мысленно. Пример легкий. Так. Так, кто готов? Ложь. Ложь? Молодцы. При переводе числа 175 из восьмеричной системы числения в десятичную систему числения получено число 125. Также выполняем решение, потом даем мне ответ. Так. Кто скажет ответ? Инбизар. Правда? Правда? Да. Так, молодец. Следующее задание. Сергей собирает коллекцию постеров известных футболистов. У него уже 21 постеров. Однако это число записано в восьмеричной системе числения. Сколько постеров у Сергея? Решаем. И можете также быстренько мне логически сказать пример, сколько будет ответ. То есть ответ сказать. 17. Молодцы. Так, на соревнованиях спортсменам присваиваются номера. В каждом номере 3 цифры. Сколько номеров можно составить, если использовать восьмеричный алфавит? Смотрите, уточнение число не может начинаться с нуля. Значит, идет на 1, 2, 3, 4 и так далее. Думаем. Интересно, сколько будет? Так, кто мне ответ даст? Девочки. 532. Неверно. Так, уровень номер 3. Число 1А записано в шестизначной системе числения. Правда или ложь? Правда. Так, правда. Правда. Так, следующее. Десятичное число 12 в шестнадцатиричной системе числения равно С. Правда. Сумма шестнадцатиричных чисел 2А и С в десятичной системе числения равно 38. Ложь. Так, вот здесь смотрите, задачка. Мама купила А5 конфет Марс, С8 конфет Сникерс и 2Б1 карамелек. Сколько всего конфет купила мама? Решаем быстренько. Так. Так, быстренько решаем. Задачка. А, это 10, мы с вами знаем, да? Да. С это у нас сколько? А, Б, С. 13. 10, 11, 12. Б, 12. 11. Вот, мы, значит, переводим. И что нам нужно сделать? Решить, сколько конфет купила мама. 689. Так, конфет 689. Молодцы. Так, здесь тоже, смотрите, задачка. У Кати есть ключ от шкафчика. На ключе написано десятичное число 39. Однако на шкафчиках номера записаны в 16-ричной системе числения. Помогите Кате определить номер ее шкафчика. Так, будьте внимательны. Десятичное число 39.
Вам нужно перевести, Самир, в 16-ричное. Определить номер шкафчика Кати в 16-ричной системе числения. Ответ 27. Давайте проверим. Молодец. Гуляя по парку, Лиза прошла 25 АБ шагов. Сколько шагов прошла Лиза? Решаем. Получается, здесь у нас записано в 16-ричной системе числения. Так. 9643. Сейчас проверим. Молодец. Верно ли выполнен перевод числа? Двоичное число 5 единичек десятичное, 31 восьмеричное, 37 шестнадцатиричное, 1F. Правда? Так, все, молодцы, ребята, вы справились с заданием. Так, все, ребята, сегодня мы прошли с вами объемную тему определенного раздела «Система числения». Сейчас ваша задача записать домашнее задание. Так, домашнее задание нужно перевести 258 целых. Так, у себя в тетради запишите. 258 переводите в... Значит, переводите в двоичную, восьмеричную, шестнадцатиричную систему числения. Перевести число из двоичной системы числения в десятичную. Понятно, да? Да. Так, шестнадцатиричную перевести в десятичную. Операции с различными системами числения вы это тоже указываете. И вот примеры. Так, все, уважаемые студенты, спасибо за внимание, спасибо вам за урок. До свидания. До свидания.